Завершилась викторина «Этот день мы приближали как могли», которую проводила газета «Советская Чувашия». Конкурс приурочили к 75-летию Победы и столетию чувашской автономии. В викторине приняли участие около 200 человек, причем не только из России, но и из Белоруссии. Победителей наградили сегодня в Национальном музее. Роза Алексеева, жительница деревни Байсубина, не в первый раз участвует в викторинах, но признается, это одна из самых интересных и запоминающихся. Вопросы были посвящены военной тематике, большинство героических подвигов уроженцев Чувашии в годы Великой Отечественной войны. Доступа в интернет у пенсионерки нет, поэтому книги стали ее главными помощниками. В поисках ответов Роза Александровна провела почти все отведенное на викторину время в домашней библиотеке. Я не думала, что выйду победителем, тем более в этом году 75 лет Победы. Столетие образования Чувашской Республики, а мне самой в этом году исполнилось 75. Я вижу, здесь таких старых вообще нету. Это викторина. Пусть будет для меня, ну как сказать, подарком. Инициатором проведения викторины стал заслуженный работник культуры Чуваш Александр Врашкин. По результатам определили 18 победителей. Организаторы отмечают, 30 участникам не хватило лишь балла, чтобы занять призовое место. Победители получили памятные дипломы и подарки. Особо знатоков истории порадовала полугодовая подписка на журнал «Родина». От лица всей редакции благодарен Александру Врашкину за то, что он к нам пришел. И теперь смело можно говорить, что это будет нашим таким ежегодным проектом, где мы будем продвигать патриотическое воспитание, интерес к истории. В следующем году Советская Чувашия планирует провести викторину, посвященную трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Дарья Паскарюк, Владимир Владимиров, Вести Чувашия.